Эльдар Курманбекович, с одной стороны, на самом деле что-то продавать государству надо из своего имущества, некоторые предприятия особенно. У нас ведь привычка какая? Если это государственное, то обязательно туда надо своих родственников запихать, друзей, и государственное предприятие начинает банкротиться. Мы примеры видим, такое было, есть, и, кажется, это и будет. Второй момент, но на заре 90-х приватизация была на самом деле, может быть, где-то оправдана. Может быть. В то время, благодаря приватизации, многие разбогатели, и сегодня так называемые бизнесмены, которые многие себя бьют в грудь, вот я ярый бизнесмен, они скупили по дешевке государственное имущество. Имущество, которое принадлежало всему народу, можно так сказать. И сейчас какая-то часть и в парламенте, и в правительстве представлена. Вот это бизнесмены, как раз те, которые на заре 90-х годов скупили. И даже в прошлом году мы попытались отправить на приватизацию, и даже приватизировали имущество, вот эти VIP-городок, да, где резиденция. Даже там оказались люди, близкие к парламенту, или так, к некоторым парламентариям, что ли. И у нас почему так вот не получается? Не приватизировать нормально, не управлять государственным имуществом. Конечно, в этой ситуации что-то надо делать. Я считаю, что закон в целом он нужен, но детально надо прорабатывать, какое имущество нужно отправлять на приватизацию. И тщательно там следить. Желательно туда Генпрокуратуру, ГКМБ сразу засунуть. Пускай тоже сидят в комиссии, чтобы потом уголовные дела тоже не возбуждали лишний раз. Если возбуждали, пускай и своих тоже сажают. То есть что-то надо нам на самом деле делать. Управлять сами не можем. Дастан Далбаевич. 10 секунд перегляд. Управлять сами не можем. Когда продаем опять же своим. Вот что-то надо в законе так написать, чтобы не уходило это вот только вот близким чиновникам. Спасибо. Дастан Далбаевич, я в целом поддерживаю то, что вы говорите. Действительно, государство, оно плохой хозяйственник, но тем не менее мы тут вводим новую статью 7, в котором четко прописываем государственное имущество, приватизация которого запрещена. То есть она состоит из 27 пунктов, это вот имущественные комплексы, здания, особо охраняемых природных территорий, памятники истории, культуры и так далее, и так далее. То есть то, что государство как социальную функцию, она должно четко выполнять, это мы запрет вводим. С другой стороны, вот то, что Аида Джекшенбаевна задала вопрос, у нас на сегодня во многих жилых массивах номер один проблема – это садики, это клиники, это школы. Есть даже отведенная земля вот в том же жилом массиве Арча-Бешик, мы, насколько знаем, там есть около 4-5 участков под детские сады, но в течение 20 лет там никакого строительства нет. В данном случае мы предлагаем частному партнеру по всем стандартам построить детский сад. Если они в ближайшие 30-40 лет профиль детского сада не будет меняться, чтобы качество строительства было соответствующее, мы через, скажем, 20-30 лет даем ему право выкупа в случае, если он возмещает стоимость земли, но при этом профиль деятельности не меняет. Садик остается садиком. Вот. Вот в целом такая политика. Здесь в целом мы обновляем понятие, вот вводим понятие, раньше был просто конкурс, сейчас мы вводим понятие аукцион, продажа с условиями. То есть в условиях мы просто приватизацию хотим запретить. Мы хотим только с условиями, что этот объект должен работать, там должно быть столько-то там рабочих мест, должна быть примерно вот такой-то рост, вклад в экономику и так далее. То есть мы вот отходим от понятия 90-х, просто приватизация, а именно, чтобы она выполняла свое как бы основное предназначение, которое мы должны обеспечить как государство. Вот. Рахмат.